Сколько? 29 минут. Одна минутка осталась. Добрый день, уважаемые будущие родители! Сегодняшний наш вебинар посвящен очень важной теме психологической подготовки к родам и материнству. И сформулирован он следующим образом. Беременность в радость, как преодолеть свои страхи, наслаждаться временем ожидания ребенка и подготовиться к счастливым родам. Не случайно наряду с вопросами медицинского и педагогического характера мы в своей Академии будущих родителей Республиканского консультационного центра разработали также ряд мероприятий по именно психологической подготовке к родам и материнству. Для того, чтобы период беременности, да, прожить в гармонии и нивелировав тем самым страхи и тревоги, которые возникают в период беременности. И сегодня для освещения вопросов сегодняшнего вебинара мы пригласили замечательного психолога Асташову Татьяну Анатольевну, к которой вы также можете обратиться и за консультацией в наш республиканский консультационный центр. На данном слайде представлена вся информация, каким образом можно обратиться за консультацией. Итак, мы начинаем. Татьяна Анатольевна, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня я предлагаю вам такую обширную тему. Тема беременности является обширной довольно темой, большой. Можно мне? Спасибо. Спасибо. Обширной, большой темой, содержательной темой, глубокой, говорить на которую можно долго, но мы сегодня осветим лишь психологические ее аспекты. Итак, план нашего вебинара, о чем мы будем с вами говорить в течение этого времени. Мы поговорим о семье и беременности, о том, какие стадии развития семьи являются благоприятными стадиями для формирования отношения к беременности правильного, для планирования зачатия и беременности. Вообще, в целом, о планировании беременности и зачатия, о внутриутробном пестовании, да, поскольку на Руси говорили не воспитании ребенка, а пестовании ребенка и внутриутробной в том числе. Поговорим немножечко о мифах о беременности и родах, о родах в меньшей степени, поскольку это тоже такая отдельная, содержательная, глубокая тема. Все-таки сегодня постараемся уделить большой пласт именно теме беременности. Ну и я расскажу о практических техниках самопомощи при тревоге, при страхах, при каких-то таких стрессовых ситуациях, которые, естественно, неблагоприятно влияют на течение беременности. Да, какие же можно использовать практические техники, чтобы предупреждать такие состояния стрессовые и помогать себе выходить из этих состояний самостоятельно. Итак, первое. Да, жизнь начинается с любви, семья и беременность. Я уверена, что чтобы ребенок был психически здоров, он должен родиться в системе психически здоровых отношений. То есть мама и папа должны быть готовы, отношения мамы и папы должны быть настолько уже к этому времени созревшими, да, для того, чтобы они могли делиться накопившимися ресурсами со следующим поколением. Для этого что должно быть уже готово? Должны быть решены вопросы сепарации от родительской семьи. Что такое сепарация? Это отделение от родительской семьи, это готовность детей уже самостоятельно стать родителями, независимость в психологическом плане, в финансовом плане, да, в таком материальном плане, уже от родительской семьи. Это должно быть самостоятельно принятое решение и ответственное решение. Второе – это когда семья находится на стадии своего оптимального развития. Я немножечко расскажу о классификации стадий развития семейных отношений, да, и скажу, какие стадии являются благоприятными для планирования беременности.
Третье, что мы затронем, это обязательно, да, психика будущих родителей должна характеризоваться к этому времени уже самостоятельностью и устойчивостью. Будущие родители должны быть готовы, что система отношений изменится. Беременность – это состояние, которое меняет не только женщину, меняет ее близкое окружение, меняет образ жизни, и к этому нужно быть готовым. И, естественно, ресурсов семьи должно быть достаточно для появления ребенка. Ресурсов разных, психологических, эмоциональных, финансовых ресурсов. То есть ребенок должен появляться в ситуации, когда уже есть чем поделиться. Да? Не для того, чтобы восполнить недостаточность ресурсов, а для того, чтобы поделиться тем, что в избытке. Итак, поговорим о циклах развития семьи. Циклы развития семьи разные авторы предлагают разные. Чаще всего они касаются добрачного периода, потом периода брака, и в зависимости от количества детей в семье учитывается, да, развитие ее. Мы же возьмем вслед за автором перинатальной психологии, да, возьмем периоды, которые позволяют нам увидеть, почему на определенных стадиях беременность является благоприятной. Итак, это вот 6 таких периодов, о каждом из этих периодов я немножечко расскажу. Первый – это, конечно, добрачный период. Это уже система сложившихся отношений между молодыми людьми, находящихся вне брака. Сроки периода всех довольно вариативны, и добрачный период тоже вариативен, но многие авторы указывают, что знакомство молодых людей менее 9-12 месяцев, оно еще не готова к браку. Да, вот эта система отношений еще не сложилась настолько, чтобы создавать единый быт. И поэтому добрачный период – это вот как раз период, когда плавно конфетно-букетные отношения, когда мы видим только положительные моменты друг друга, отношения, когда нам хочется игнорировать недостатки, хочется верить, что рядом с этим человеком всегда будет хорошее настроение, всегда будет весело, интересно. Все-таки это еще не подготовка к браку. Именно в добрачном периоде должны проведены все проверки друг друга. Именно в добрачном периоде люди должны понять, что не только хорошо, когда хорошо, да, но и хорошо рядом, даже в ситуации трудностей. Именно с этим человеком можно будет преодолевать вместе и получить от него поддержку. И вот когда снимаются эти розовые очки, в тот период, когда девушка уже видит, что на молодого человека, например, можно положиться в ситуации, когда трудно, да, в ситуации, когда он видит ее недостатки, она начинает видеть его недостатки, и они начинают договариваться о том, что эти недостатки не являются серьезным препятствием, да, вот в этот момент они должны принять решение, ценны ли эти отношения в ситуации трудностей. И если им хочется сохранить эти отношения в разных ситуациях, тогда они приходят к решению о браке. Со вступлением в брак, как бы нам ни хотелось, да, наступает этап конфронтации, потому что это абсолютно два разных человека, имеющих абсолютно две разных предыстории своего развития, с абсолютно разными традициями, устоями, требованиями от семейной жизни, ожиданиями абсолютно разными. И поэтому первый период брачных отношений, он будет характеризоваться конфронтацией, да, когда люди будут притираться друг к другу, выражать свои недовольства по отношению к бытовым ситуациям, которые могут возникать. И вот именно поэтому добрачный период и период конфронтации не являются благоприятными для появления детей в семье, потому что молодые люди еще не готовы договариваться, да, они еще не готовы преодолевать вместе трудности, они только на этапе притирки. И поэтому очень хотелось бы, конечно, чтобы, зная об этом, все-таки люди учитывали эти особенности. И вот после того, как прошел этап конфронтации, когда в браке люди понимают, что не все так гладко бывает, что иногда бывают конфликты, но после конфликтов они договариваются, примиряются с особенностями друг друга и приходят к компромиссам, и это их устраивает, и они ценят друг друга и ценят в любой ситуации,
тогда наступает этап компромиссов, который является благоприятным для наступления беременности. Потому что именно на этом этапе, зная особенности друг друга, все-таки люди считают, что всегда можно договориться, всегда можно поддержать друг друга, всегда все трудности разрешаются легче, если вы их разрешаете вместе. Вот. После этапа компромиссов, да, когда они научились договариваться друг с другом, наступает этап зрелых отношений. Когда семейные отношения становятся стабильными, финансовое состояние молодой семьи становится более-менее устойчивым, да, решаются какие-то материальные вопросы, решаются эмоциональные вопросы. Людям пока еще интересно друг с другом, они открывают друг друга, и при этом уже некоторая стабильность и устойчивость сформирована. В этот момент тоже благоприятно заводить детей. И чаще всего семьи принимают решение о том, что появится ребенок именно на этих стадиях, на стадии компромиссов и на стадии зрелых отношений. После таких решений очень важных, да, наступает период, когда люди настолько привыкают друг к другу, что, кажется, семейная жизнь начинает быть такой рутинной. Когда изо дня в день, с утра на работу, вечером с работы, вроде все хорошо, да, дети уже достаточно взрослые могут быть к этому времени, да, ходить в детский сад, например, старшую группу, да, в школу ходить, нет уже таких бесконечных эмоциональных потрясений, все становится стабильно и спокойно, и казалось бы, да, вот этот период, когда хочется сохранить эти отношения надолго, но нет, человеку неинтересно жить в системе комфорта, и ему постоянно хочется выходить из зоны комфорта, искать чего-то нового, да, потому что новизна – это новые эмоциональные, конечно, впечатления. Вот. И начинаются эксперименты с независимостью. Очень часто эти эксперименты совпадают с кризисом средних лет, когда люди и женщины, и мужчины начинают переоценивать то, чего они достигли к этому возрасту, и не все довольны. Да, потому что в 20 лет человек мечтал об одном, в 40 лет он может достичь совершенно другого. И в этот момент могут начаться, конечно, эксперименты с независимостью. А что будет, если? А если я не приду вовремя? А если я уйду с подружками, например, на весь вечер и не предупрежу об этом? Да? Вроде как новые впечатления, новые эмоции, хочется сохранить вот эту какую-то новизну, да, но она не всегда соответствует тем устоям, тем традициям семейным, которые уже сформированы к этому моменту. И вот здесь эксперименты с независимостью могут закончиться разводом. К сожалению, мы знаем статистику, что в кризис среднего возраста разводы больше всего приходятся на семейные отношения. И этот момент, конечно, не является благоприятным для зачатия и рождения ребенка, потому что в этот момент это будет смотивировано желанием сохранить семью за счет появления ребенка. И это не всегда верно, потому что он появится в системе неустойчивых отношений. Но если супруги готовы к тому, чтобы решать конфликты совместно, с помощью компромиссов, если женщина готова обновлять отношения в семье, несмотря на трудности, с которыми сталкиваются, а именно женщина отвечает за обновление отношений в семье и привнесение эмоциональных каких-то ноток в супружеские отношения, тогда наступает следующий этап, который называется ренессансом супружеских отношений, то есть неким таким возрождением семейного забытого счастья, когда супруги уже довольно хорошо знают друг друга, когда они знают и приняли уже все достоинства, все недостатки друг друга, и при этом они снова счастливы вместе. И мы знаем очень много семей, которые возрождаются после таких кризисных ситуаций, и очень часто в это время появляются поздние дети. Естественно, это хорошо, это сплачивает, это укрепляет, но очень хочется отметить, чтобы родители были готовы к тому, что поздние дети, конечно, будут иметь свою специфику. Они требовать определенных отношений будут от родителей, а родители будут в силу своих возрастных особенностей уже относиться к этим детям совершенно иначе, нежели к детям, которые появились в 20-25 лет. Вот. И, конечно, эти особенности необходимо учитывать. Так,
Перейдем дальше. Если все-таки семья приняла решение о зачатии, очень важно помнить, что ситуация зачатия человека может сильно влиять на его будущую судьбу. Эрик Берн считает, что зачаточная установка будет отражена в жизненном сценарии будущего ребенка. Поэтому очень важно готовиться к этому событию заранее. Ну, мы знаем, конечно, нашу статистику, да, и тем не менее очень важно, чтобы зачатие не происходило вследствие каких-то необдуманных решений. Вот. А Эмерсон вообще говорит о том, что любое зачатие в ситуации неготовности женщины стать матерью или нежелания ее стать матерью, ну, в силу определенных особенностей, женщина все-таки принимает решение стать матерью, например, в силу возраста, когда на каждом углу порой говорят о том, что рожать нужно до 30 лет, а потом будет поздно, да, и мы вот этими стереотипами, конечно, живем, и очень трудно иметь свое собственное мнение, которое отличается от мнения окружающих. Женщина все-таки берет на себя ответственность, принимает решение, да. Так вот, в ситуации неготовности зачатия, да, оно может носить травматический характер. И это нужно учитывать, и поэтому с установками нужно работать, безусловно, на этапе планирования беременности. Немножечко расскажу о мотивах зачатия и сохранения беременности. Мотивов, конечно, безусловно, бывает много. Не бывает одного мотива, по которому мы решаемся на появление ребенка в семье или на сохранение беременности. Но все мотивы можно разделить на конструктивные и деструктивные. Все конструктивные мотивы будут направлены на сохранение и укрепление семейных отношений. Все деструктивные мотивы, которые, казалось бы, вроде внешне направлены на укрепление семьи, но они изначально несут разрушающий характер, и поэтому ребенок, который появился в силу каких-то деструктивных мотивов, все-таки не сможет выполнить ту роль, не сможет оправдать те ожидания, которые на него возложены родителями. Какие же мотивы могут относиться к конструктивным мотивам? Это готовность женщины стать матерью, это сформированность материнской сферы. Да, к моменту беременности все-таки материнская сфера женщины чаще всего должна быть сформирована, и в течение беременности уже такая происходит сонастройка. Да, а основные этапы формирования материнской сферы до беременности должны быть уже пройдены. Это желание женщины, желание мужчины делиться теми избыточными ресурсами, которые вот к этому моменту уже есть в семье. Это тоже будет конструктивным мотивом. Это желание, например, творчества, да, когда есть избыток энергии, и хочется эту энергию во что-то, в ребенка, например, да, или в какое-то дело вложить и воспитать ребенка в соответствии с какими-то своими предпочтениями, со своими интересами, со своей точкой зрения, когда зрелый человек уже знает, каким образом к этому процессу подходить. Вот. И, конечно, конструктивным мотивом может считаться мотив рождения ребенка в знак благодарности любимому мужчине. Да, когда женщина начинает понимать в определенный момент развития супружеских отношений, что она хотела бы, чтобы именно от этого мужчины у нее были дети. Это может относиться к конструктивным мотивам. Да, здесь можно еще несколько мотивов добавить, но это основные мотивы. Вот. Что же относится к деструктивным мотивам? Это все мотивы, связанные с укреплением материальной базы семьи. Да. Ребенок не может рождаться от недостатка ресурсов, потому что в определенный момент он, к сожалению, да, не сможет дальше выполнять эту роль. На какой-то момент, конечно, это будет радость, но она будет иметь временный характер, к сожалению. Когда женщина рожает в результате реализации мотива долженствования, то есть когда она считает, что она уже должна родить, должна маме, например, да, родительской семье, бабушке, которая говорит, что она боится, что так и не увидит внуков. Безусловно, это самое хорошее пожелание, но тем не менее женщина должна решать
будет у нее ребенок или не будет, основывать все-таки на своих внутренних потребностях, на своей внутренней готовности, да, а не в силу какого-то мотива долженствования в отношении общества или родительской семьи. Или мужчину, который считает, что она должна родить ребенка к этому возрасту определенному. Вот. И именно поэтому все деструктивные мотивы рано или поздно приведут к разрушению семьи. Иногда бывает так, что женщина рожает, потому что хочет удержать любимого мужчину. Это тоже, к сожалению, мотив, который мы отнесем к деструктивным мотивам, потому что это тоже временная ситуация, которая не укрепит отношения изнутри, к сожалению. Именно поэтому очень важно говорить о мотивах беременности, о мотивах сохранения беременности с партнером до беременности. Во время беременности, да, если она наступила, проговаривать все важные аспекты, которые вас волнуют, на берегу заранее. Ну и по статистике хочется привести статистику. В Российской Федерации до 30% беременности являются нежелательными беременностями. Каждый 8-й ребенок рождается вне брачных отношений. И более 80% женщин рожают ребенка с основным мотивом выполнения женского долга. Да, все-таки влияние общественных каких-то стереотипов, да, они имеют на женщину для женщины имеет серьезное довольно значение. Эта статистика приводится для того, чтобы каждая женщина, да, принимая то или иное решение в своей жизни, все-таки опиралась на какие-то факты, да, которые имеют место быть. Сейчас немножечко расскажу о том, как же формируется материнская сфера женщины. Что такое вообще материнская сфера женщины? Это отношение будущей матери к ребенку в целом, отношение к ценности материнства и детства, потребность во взаимоотношениях с ребенком, в его защите и заботе о нем, вообще в целом потребность женщины стать матерью и такая операциональная сторона, да, вообще компетентность материнская, способность матери производить операции ухода за ребенком, да, в период беременности, до беременности большинство из этих моментов должны быть сформированы. Ценность материнства и детства определяется, естественно, обществом, родительской семьей и личностными установками. Да, мы должны понимать, что отношение общества к беременным женщинам, отношение общества к матери с ребенком, отношение общества к детям, оно так или иначе закладывает наше личностное отношение к этим аспектам жизни. И поэтому, если в обществе пропагандируется, например, ценность успешной деловой женщины, которая не сидит дома с ребенком, да, то хотим мы того или не хотим, это будет оказывать влияние на наши отношения к ценности материнства и детства. Естественно, закладываются ценности в родительской семье и закладываются с самого рождения. Девочка смотрит на свою маму, да, и копирует ее поведение. Первое копирование такого поведения мы можем увидеть в игре «Девочки с куклами». Вообще, хочет она играть или не хочет играть в «Дочки матери», как она играет с куклами или не играет, каким образом она осуществляет операции ухода, да, потому что в старшем дошкольном возрасте, например, сюжетно-ролевая игра является ведущим видом деятельности. С помощью этой деятельности ребенок на своем жизненном этапе усваивает правила поведения в обществе. И то, какими она их увидела, так она и будет транслировать это в игре. Поэтому очень важно мамам, например, да, обращать внимание, учить девочек это делать и обращать внимание на то, как девочка осуществляет операции ухода, как она заботится о кукле, на которую проецирует, да, материнское поведение. На основе комплексной сказкотерапии, поскольку я сертифицированный сказкотерапевт, да, мы выделяем в женщине 3 таких основных архетипических начала, которые в той или иной степени проявляются в каждой женщине. Заложены они все 3. Но в зависимости от того, какую сторону женщина взращивает в себе, та сторона наиболее ярко и проявляется в будничной жизни.
Это способность женщины быть возлюбленной, то есть способность дарить любовь партнеру, заботиться о нем и способность принимать любовь. Да? Вот если эта сфера каким-то образом травмирована, тогда мы, конечно, видим некоторые трудности в этой сфере. Трудности в поиске партнера, трудности в удержании партнера, и тогда может быть принято решение беременность, да, как возможность сохранения партнера. Вот. Хотя мы уже сказали, что это будет, конечно, деструктивным мотивом. Да. Сфера материнская, да, это формирование материнства и детства, ценности, и сфера такой матери-хранительницы, да, женщина как человек, который личностно, познавательно, эмоционально развивается, сохраняет это и передает следующему поколению. Именно женщина передает такие эмоциональные основы взаимоотношений в семье следующему поколению. За это она отвечает. И очень многие авторы считают, что женщина по самой своей природе является матерью, просто от рождения. Материнская забота и привязанность к ребенку настолько глубоко заложены в реальных биологических условиях зачатия и вынашивания, что только вот какие-то травматичные социальные установки могут немножечко исказить эту материнскую сферу. Да, хотя считается, что она от природы заложена. Вот. И, конечно, Маргарет Мид считает, что женщина способна в ситуации трудности, в ситуации кризиса обратиться к своей природе и помочь почувствовать ту свою материнскую сферу, которая порой в силу определенных трудностей, которых сегодня, конечно, очень много у каждой женщины, порой эта сфера отходит на второй план. Да, но она есть, и каждая женщина самостоятельно способна прочувствовать то, что заложено природой. Ну и материнство – это одна из социальных женских ролей, поэтому даже если потребность быть матерью и заложена в женской природе, да, мы с вами сказали, что общественные нормы и ценности оказывают определяющее влияние на проявление материнского отношения. Да, посмотрите, пожалуйста, вокруг, как общество относится к беременным женщинам. Уважительно, неуважительно, да, и это тоже будет влиять на желание женщины иметь детей, да, какие есть преимущества в появлении ребенка, какие есть возможности у женщины при появлении ребенка, и чем комфортнее будут чувствовать себя в обществе мать и ребенок, тем больше женщин будут иметь желание стать матерью. Ну и немножечко, конечно, поговорим об отцовской сфере мужчины, каким образом она формируется, что в нее включается, поскольку, безусловно, когда мы говорим о беременности, мы говорим о диаде мать-дитя, поскольку они обладают от периода зачатия до года, до 3 лет даже, да, единым психическим пространством, и поэтому мы говорим о диаде, но при этом нисколько не умаляется роль отца в семье. Отец имеет особую функцию в диаде мать-дитя. Это человек, который защищает эти отношения. Человек, который внешне стоит на страже формирования индивидуальной психики ребенка. Что же включается в отцовскую сферу? Это отношение к беременности в целом, это отношение к материнству и детству, ценность ребенка в семье, потребность мужчины защищать мать и ребенка. Вся эта сфера формируется под влиянием общества, безусловно, под влиянием родительской семьи и личностных установок. Каждая женщина, безусловно, видит, как мужчина относится к материнству, к детству, каким образом он относится к своей матери, каким образом он относится к детям, каким образом устанавливает с ними взаимоотношения. Да? Если, например, вы с супругом пойдете в гости к кому-то, да, вы можете заметить, как он реагирует на детей. Страшно ему, да? Или не хочет он заниматься, например, воспитанием детей. Да? Всегда об этом нужно говорить заранее, всегда нужно задавать вопросы и оставлять возможность для изменения.
Вот. Ну, естественно, мы можем заметить, что проявляется это еще в детском возрасте, когда мальчики демонстрируют отношение к девочкам, когда мальчики демонстрируют отношение к своей маме, например, да, хотят они ее защищать, хотят они ей помогать, например, да, по выполнению каких-то домашних обязанностей, как относятся. Это все будет заложено и в дальнейшем обязательно найдет отклик в желании стать отцом и передавать уже вот эти свои умения и навыки следующему поколению. Ну и что же такое внутриутробное пестование? Да? Это настройка женщины на биоритмы пренейта, на биоритмы плода ребенка. Ну, в психологии говорят пренейт как существо, которое изначально наделено психикой. Самая популярная такая классификация беременности, да, разделение по триместрам. Ну, в данном случае в психологии тоже иногда мы делим на триместры, да, и по эмоциональному тоже отношению женщины к беременности мы тоже можем опираться на то же самое разделение. Что происходит в первом триместре? Очень важный процесс. В первом триместре беременности происходит становление гестационной доминанты. Что это значит? Это значит, что именно в первом триместре происходит настройка всего организма женщины на вынашивание беременности. Именно в первом триместре женщина впервые вынуждена, да, обратиться к анализу своего образа жизни, да, который придется менять. Женщина вынуждена посмотреть на себя с другой стороны. Женщина начинает понимать, что у нее меняется образ «я». И сейчас этот образ перестраивается в образ «я в положении». И это тоже формирование целого нового комплекса эмоциональных характеристик женщины, которые позволят ей затем счастливо относиться к своей беременности. Вот именно в первом триместре зарождается диада, да, ощущение единства психики матери и ребенка, и формируется образ себя беременной. В первом триместре, естественно, да, могут быть скачки эмоциональные у женщины, это могут быть перепады настроения, это может быть определенная сонливость под воздействием выработки гормонов, да, которые сейчас перестраивают весь организм для того, чтобы он смог выносить беременность. Далее наступает второй триместр, который в целом направлен на то, чтобы плод спокойно, планомерно, стабильно развивался. Да? Основная закладка уже произошла, и теперь самая главная задача организма матери – помочь стабильно развиваться организму ребенка. И поэтому второй триместр специалисты считают наиболее стабильным в эмоциональном плане временем. Именно в это время формируется образ ребенка. И я позже скажу о том, какое упражнение может помочь в формировании образа ребенка. Но здесь уже женщина чувствует первые шевеления плода. Здесь она уже готова представить, какой будет ее ребенок, и отделить вот это вот ощущение, да, единства психики с одной стороны остается, а с другой стороны она уже в этот момент способна представить, а какой будет ребенок, когда родится. То есть формируется некий образ. Да? И вот это стабильное эмоциональное состояние женщины позволяет стабильно развиваться плоду. Любые беспокойства, любые эмоциональные стрессы оказывают непосредственное влияние. Поэтому женщина должна стараться делать все для того, чтобы оставаться в эмоционально благополучной обстановке. А третий триместр – это уже период подготовки непосредственно к родам. Да, у женщины будет чувствоваться к концу беременности, естественно, усталость. Снова, возможно, начнутся перепады настроения, но в данном случае это уже будет связано с повышением уровня тревожности, со страхами перед родами, если они не проработаны. И именно поэтому школа будущих матерей, естественно, является одним из важных элементов развития материнской сферы и подготовки к рождению ребенка.
Галина Григорьевна Филиппова, основатель перинатальной психологии в России, автор множества книг, да, предлагает нам поговорить о стилях переживания беременности. Это то, что она выделяет на основе многочисленных исследовательских работ. И она выделяет 6 стилей переживания беременности. У каждой женщины это могут быть разные стили, но не одновременно, а в ситуации созревания она может менять самостоятельно или под воздействием специалиста один стиль на другой. Но тем не менее разные стили существуют, и это необходимо учитывать. Первый стиль – это адекватный стиль, да, когда женщина рада беременности, когда она планировала беременность, когда она планировала, что она будет делать во время беременности, когда ситуация материнства ценится ею, когда она хочет быть матерью и формирует целенаправленно материнскую компетентность, когда она гордится тем, что она в положении, когда ей нравится это состояние, когда она понимает, насколько важно заботиться о себе и своевременно встать на учет в женской консультации, когда она серьезно относится к рекомендациям врачей, к рекомендациям специалистов, психологов, генетиков, гинекологов и так далее. Это адекватный стиль переживания беременности. Именно этот стиль позволяет планомерно, целенаправленно подходить к процессу родов и дальнейшего воспитания и взращивания своего ребенка. Второй стиль, который выделяет Галина Григорьевна, это игнорирующий стиль. К сожалению, в силу разных ситуаций, разного личного опыта женщины, она может быть не готова к беременности. И до определенного момента она может игнорировать появление беременности. Очень часто это те женщины, которые ничего не меняют в первом триместре, которые не чувствуют перепадов настроения, либо не обращают на это внимания, которые могут даже не своевременно встать на учет женской консультации, потому что считают, что беременность – это не болезнь, да, и сопровождение ее не является обязательным. Женщины, которые не готовы признать, что беременность влечет за собой серьезные изменения в образе жизни, серьезные изменения в образе жизни и после рождения ребенка. И вот это отрицание, оно, конечно, будет мешать формированию диады мать-дитя, будет мешать формированию единства психики. Следующий стиль – это эйфорический. Да, бывают такие женщины, которые счастливы от того, что стали беременными. Особенно это касается ситуации, когда женщина долго хотела ребенка, не могла забеременеть. И в определенный момент это случилось, и она счастлива просто от самого существования беременности. Но, к сожалению, вот этот стиль эйфорический, он может мешать в рационализации процесса, да, когда эмоции захлестывают настолько, что рекомендации врача немножечко обесцениваются, когда очень трудно прислушиваться к требованиям, например, соблюдать определенный режим, определенный график, да, заботиться о себе. И поэтому ожидания женщины могут быть слишком радужными, и любая трудность может вызывать дискомфорт. Ожидания женщины могут быть и по отношению к тем людям, которые ее окружают. В эйфорическом стиле она может считать, что все должны уделять ей особое внимание, все должны замечать, что она в положении, все должны уступать ей место и каким-то образом показывать, что теперь они относятся к ней по-другому. Но мы с вами прекрасно понимаем, что такого может и не быть. Да? И в данном случае это может вызвать определенный дискомфорт и фрустрацию женщины. Поэтому это, конечно, повод обратиться к психологу за консультацией. Следующий стиль – это тревожный стиль. Это, безусловно, продиктовано определенным личным опытом женщины, опытом взаимоотношений с собственной матерью, может быть, опытом каких-то неблагоприятных событий, которые окружали ее в определенные периоды жизненные. Вот. И тогда женщина начинает излишне тревожиться, бояться всего, беспочвенно паниковать. Да? Это женщины, которые ходят на консультацию очень часто, которые переживают очень сильно, эмоционально нестабильно состояние, даже во втором триместре беременности у таких женщин может быть. И вот работать со страхом и тревогой им просто обязательно.
Конечно, они будут иметь особое отношение к процессу рождения ребенка, да, к процессу родов, им будет очень страшно, им будет тревожно, и с этим можно справиться, но обязательно с этим нужно работать. Следующий стиль – это амбивалентный. Это тоже говорит, конечно, о неготовности женщины стать матерью, и в этой ситуации она пытается мысленно заставить себя принять эту ситуацию, да, когда внутренне еще вроде как не созрела для состояния беременности, для состояния материнства, но мысленно считает, что, ну, поскольку это случилось, да, мне необходимо быть хорошей матерью в дальнейшем, да, вот, но внутренние изменения происходят гораздо дольше, они произойдут. Но вот эта вот амбивалентность, да, может переключать настроение женщины от эйфорического, когда все хорошо и замечательно, до тревожного и панического, когда она не знает, что делать с этой тревогой, когда ей кажется, что сейчас ее эмоциональное состояние, например, может неблагоприятно повлиять на течение беременности, да, и она никак не может избавиться от этой тревоги, вот, и в этой ситуации ее бросает от одного полюса настроения к другому полюсу настроения. С этим тоже необходимо работать, и чем быстрее начнется вот эта работа по эмоциональному благополучию, по развитию рационального подхода к своему положению, тем лучше. Ну и шестой стиль, он встречается, и слава богу, что встречается редко, это отвергающий стиль. Это женщины, которые отвергают беременность как состояние. Женщины, которые не готовы стать матерью, но по тем или иным причинам сохранившие беременность. Безусловно, это отдельная тема для разговора со специалистом, потому что есть такие женщины, которые не принимают состояние беременности, очень поздно начинают чувствовать шевеление ребенка, поскольку не обращают на свое внутреннее состояние ни физическое, ни эмоциональное внимание, и им кажется состояние беременности неправильным, да, вот это вот сродни болезни, которая вот просто в данный момент мешает жить, да, отодвигает какие-то очень важные для женщины планы на второстепенные значения. С этим тоже, безусловно, нужно работать. Ну и я предлагаю поговорить о нескольких мифах о беременности и родах, которые существуют. Да, мы сейчас перейдем от стиля переживания беременности к мифам, которые существуют. Они довольно сильно распространены. И тут очень хочется, конечно, обратить внимание женщин на то, что мифов вы будете встречать очень много. Тут важно вовремя включать критическое мышление. Важно понимать, что не все, что написано, является верным. А то, что случилось с одной мамой, может абсолютно в противоположном плане случиться с другой мамой. Да? То, что одному хорошо, может совершенно не подходить для другого. И поэтому в любой момент, например, чтение какой-то литературы или знакомство с опытом беременности других женщин, очень важно обращать внимание на свои внутренние потребности. Что подошло одному, может абсолютно не подойти другой семье. Это первый миф, который очень часто распространяется среди женщин, да, что беременным необходимо питаться за двоих, да, для того, чтобы ребенок был здоров, сыт, эмоционально благополучен, он должен быть насыщен, да, так скажем. Вот. На самом деле, безусловно, это миф. И тут необходимо консультироваться со специалистами и услышать из первоисточника, каким образом формировать свой режим питания, свой режим организации сна, отдыха и работы для того, чтобы ребенок действительно чувствовал себя комфортно. А самое главное, помнить о том, что если мама чувствует себя комфортно, то ребенок будет вслед за ней чувствовать себя комфортно. Второй миф, да, что от беременности женщины глупеют. Вот. На самом деле это связано с тем, что на первом и третьем триместре беременности выделяются определенные гормоны, которые немножечко затормаживают деятельность беременной женщины. Ну, это связано с тем, что организм в этот момент настраивается на физиологически другой режим. Он настраивается на вынашивание ребенка, он настраивается на другие биоритмы,
Да, и поэтому сейчас когнитивная познавательная деятельность не является первостепенной для организма. Именно поэтому может иногда возникать ощущение, да, что мы не успеваем сделать то же количество дел, что успевали раньше, что мы иногда не можем понять суть вопроса или содержание какого-то текста. Вот. Но это временно, это связано только с тем, что организм направляет свои главные усилия на другое. Да, и это очень важный процесс. Еще есть миф, что первого ребенка нужно успеть родить до 30 лет, да, и мы об этом уже говорили, безусловно. Наиболее благоприятный возраст для рождения ребенка – это возраст, ну, в среднем там 20-24 года. Но это не является абсолютным условием для каждой женщины. Мы прекрасно с вами знаем, что ситуации семейные бывают разные, и финансовые, моральные ситуации бывают абсолютно разные, и поэтому тут скорее нужно говорить о готовности быть женщине матерью в определенном возрасте. Если к 30 годам она считает, что ей не нужно, она не готова и не может справиться пока с этим, да, тут, скорее всего, мы не будем настаивать на этом, да, будем говорить о том, что было бы хорошо, но решение всегда остается за самой женщиной. Четвертый миф такой, что девушек в положении всегда тянет на соленое. Ну, это тоже такой очень извечный миф, что как только хочется соленого, да, значит девушка в положении. Да, совсем не обязательно. Единственное, на что важно тут обратить внимание, почему я взяла этот миф, да, поговорить об этом. Очень важно, что в этот момент оголяются потребности. И если взрослая женщина очень часто из-за зашумленности не слышит своих внутренних потребностей, научилась их игнорировать, то в состоянии беременности организм снова приводит ее к тому, что внутренние потребности необходимо слышать и ощущать. И поэтому меняются вкусовые предпочтения, слуховые, зрительные предпочтения, ощущения меняются женщины. Это говорит лишь о том, что очень важно в этот момент научиться прислушиваться к своему организму. То, что касается, что женщине необходимо, например, тишину, покой, никаких физических, эмоциональных перегрузок, все очень индивидуально. Да, это зависит от психологического состояния женщины, от типа ее темперамента, от тех особенностей, которые у нее сформированы, да, от характера, от стремления ее быть в обществе или наоборот стремлению к уединению в определенный момент. Да, все очень индивидуально и обговаривается индивидуально. Есть миф, что после рождения ребенка в нашей жизни ничего не изменится. Изменится обязательно. И к этому нужно готовиться во время беременности. У нас же есть, например, на какие-то ситуации жизненные, да, план А, план Б, план С. Как мы будем вести себя, если вдруг, да? И вот в этом отношении время беременности идеальный период для того, чтобы у вас были сформированы определенные планы, да? Что я буду делать, если будет то-то? Что мне делать, если я не смогу выйти из дома? Кто мне может помочь? Каким образом я буду, например, справляться с эмоциональным состоянием в условиях нахождения, например, с маленьким ребенком дома. Да? То есть вот все эти моменты, очень важные моменты, которые стоит обсуждать со специалистом, с мужем, с семьей, подумать самой, да, еще в период беременности. Это замечательный период, когда возможно подготовиться. Следующее, что единственный миф, который взяла о родах, да, о том, что роды – это непереносимая боль, на самом деле это не так. И именно поэтому посещение курса подготовки к родам обязательно для всех беременных женщин. Какая бы беременность ни была, первая, вторая, третья, каждый раз это будет по-разному. Индивидуальных детей, универсальных детей не бывает. И универсальных беременностей тоже не бывает, универсальных родов не бывает. Все очень индивидуально и зависит от большого количества факторов. Это тоже нужно учитывать. Следующее, что курсы для беременных не обязательны, я думаю, что уже объяснила свою позицию, да, обязательно в любом случае, обязательно услышать несколько точек зрения, обязательно привести туда своего мужчину. Потому что это нам кажется, что отцы не готовы говорить о беременности, о родах и о воспитании детей. На самом деле в них заложен огромный ресурс помощника. И этот ресурс вы можете использовать, можете игнорировать. Да? Зависит уже от вас. Если мы его используем, то, конечно, это, безусловно, довольно сильно облегчает нашу задачу.
Ну и следующее, что будущие отцы, например, не способны понять женщину в состоянии беременности особенно. На самом деле не так, да? Много ли беременных женщин пытаются объяснить свое состояние, достучаться, да, и поговорить о том, что происходит внутри. Порой беременная женщина сама закрывается от партнера и не готова делиться своими эмоциями. Вот. Но на это стоит обязательно обращать внимание. Это то, что касается нескольких мифов. Да, сейчас обещанные упражнения. Поскольку человек – это соединение тела, эмоций и разума, то во время беременности есть возможность поработать со всеми тремя аспектами. Вот я предлагаю несколько таких упражнений, которые могут задействовать все эти сферы. Что можно порекомендовать на уровне тела? Да? Это все дыхательные упражнения, все дыхательные практики. Но очень важно учитывать рекомендации врача, индивидуальное физиологическое состояние, психологическое состояние. Да? Но в ситуации, например, повышенной тревожности, страхов, очень трудно достучаться до разума, пока тело не пришло в норму. Поэтому первоначально всегда в ситуации тревоги работаем с телом. А дыхание – это то, что соединяет разум и вегетативную нервную систему. Именно поэтому дыхательные практики довольно популярны. Все, что касается работы с телом, это прогулки, оптимальные физические нагрузки тоже очень индивидуально обговариваются, да, и снятие мышечных зажимов, которые позволят с легкостью переносить это состояние. Следующее, то, что касается работы на уровне эмоций, это могут быть любые вдохновляющие занятия. Беременность – это период раскрытия своего творческого потенциала. Да? И в этот момент развивается творческое начало женщины, творческое начало ее внутреннего ребенка, да, и ее ребенка физического. Работа на уровне эмоций – это общение и окружение себя с правильными людьми. Что значит правильными? Да? Это теми людьми, с которыми женщина чувствует себя комфортно, с теми людьми, с которыми ей отдыхается, с которыми ей хорошо, рядом с которыми она вдохновляется, наполняется эмоциями, рядом с которыми настроение ее стабилизируется. И это очень важно. Ну и, естественно, да, все эмоциональные упражнения, которые направлены на принятие нового образа «я в положении». Это рисование себя и своего ребенка. В каких образах? Да, это замечательный диагностический инструментарий, поэтому на консультациях мы его используем. Вот, поскольку очень важно, да, в определенный момент научиться осознавать не только единство психики, которое, безусловно, есть, да, но и уже раздельность. Да, ведь рано или поздно ребенок сепарируется, и поэтому очень важно понимать, что это индивидуальность, которая формируется внутри вас. Ну и то, что касается работы на уровне разума, это чтение полезной литературы, критическое чтение полезной литературы, мы уже об этом говорили, посещение курсов подготовки к беременности и родам и, естественно, консультацию у специалистов. Как только возникает вопрос, мы привыкли очень часто обращаться к интернету вот, и читать информацию, которая не профильтрована специалистами. Вот здесь очень важно понимать, что все-таки консультацию специалиста, да, не заменит никакой избыток информации, который сегодня нас окружает. Поэтому вообще беременным женщинам не рекомендуется читать какие-то источники непроверенные, не рекомендуется читать какие-то новости перед сном, перед отдыхом, поскольку она и так более чувствительна и более впечатлительна. Конкретные примеры тех упражнений, которые вы можете осуществить, да? Например, ведение дневника беременности. Очень интересный инструмент, который совсем недавно у нас реализуется. Это такой дневник, в который вы можете включать фотографии себя во время беременности, фотографии каких-то прогулок, да, значимых моментов в период беременности, какие-то фотографии УЗИ, которые вы берете с собой, да, первые шевеления плода, какие-то записи. То есть вот то памятное, эмоциональное, что останется с вами и позволит вам периодически окунаться в это эмоционально вдохновляющее состояние. Во-первых, это поддержит
подготовки к рождению ребенка. Что в этот момент можно сделать? Да? Вспомнить всех возможных родственников, друзей и так далее. Да? Записать, чем каждый из них может помочь в послеродовом периоде. Кто из них может посидеть с ребенком, в какие периоды может посидеть с ребенком, кто какие-то вещи может дать, кто имеет определенный опыт нахождения с ребенком после родов. Да? То есть вот расширить круг полезных знакомств в этот период очень важно, потому что мы знаем, что, к сожалению, на сегодняшний день очень часто женщина с маленьким ребенком остается выключенной из общественных отношений. И порой уже есть куда пойти, но недостаточно информации. Именно поэтому анализ ресурсов должен быть произведен в период беременности. Это, конечно, позволит снизить тревогу и ожидать роды ребенка с таким хорошим эмоциональным настроем. И еще очень интересный метод, который предлагает норвежский педиатр, это метод гаптономии, метод такого психотактильного контакта с ребенком внутриутробно. Да, в определенный момент, ежедневно, в период, когда шевеление ребенка достигает своего пика, когда он активен, да, научить ребенка с вами тактильно контактировать, да, любыми способами, поглаживаниями, привлекая к этому обязательно, вот что очень важно, детей, которые уже есть в семье, и мужа, партнера, чтобы формировать потихонечку их отношение позитивного ожидания нового члена семьи. В один и тот же день мы, например, выбираем время наибольшей активности и выбираем способ взаимодействия с ребенком. Да? Маленькие дети могут гладить животик, положить ручку, могут рассказать какую-то сказку. Да? Папа может в этот момент рядом находиться и рассказывать что-то ребенку. И вы заметите, как заметила вот этот педиатр, что через какое-то время, вот она говорит, что в среднем это 2 недели, ребенок именно в это время ежедневно становится наиболее активным. То есть он устанавливает контакт, и он ожидает вашего с ним взаимодействия. И это позволит снять тревогу и у ваших членов семьи. И не бояться ожидания, что эти изменения довольно сильно помешают тому устоявшемуся уже семейному быту, который есть. Да. Что почитать очень важно? Ну вот, естественно, это Галина Григорьевна Филиппова, «Психология материнства». Если вы готовы постигать азы, то, пожалуйста, здесь очень важно обратить внимание на информацию. Она объективна, она очень интересна. Вот. Но, естественно, не всегда обязательно. Можно читать и более легкую литературу, которая воспринимается легко. Это опыты мам, многодетных мам. Вот, например, у Марины Фоголь «Я буду мамой. Гид по беременности, родами, первым месяцем жизни малыша». Да, это очень интересная такая книжка, которая рассказывает о личном опыте. Книжка Ларисы Сурковой «Беременности. Первый год жизни». Да? «Здоровье ребенка и его здравый смысл его родственников» доктора Комаровского. Вот то чувство юмора, с которым он подходит к этому процессу, оно позволяет иногда снять тревогу лучше, чем консультация другого специалиста. Очень важно познакомиться с книгой Людмилы Петрановской «Тайная опора привязанности в жизни ребенка», о периоде беременности как о периоде внутреннего вынашивания и о периоде внешнего вынашивания после родов. Да? Насколько важна вот эта симбиотическая связь и насколько важна преемственность, которую мы организуем в процессе сопровождения ребенка. Ну и, естественно, очень важно знакомиться с блогами опытных мам, которых сейчас, безусловно, в избытке. Но, еще раз повторюсь, очень важно, да, подходить к этому с определенной долей критичности. Все симптомы могут быть одинаковые, а диагноз может быть абсолютно разный. Поэтому все-таки за консультацией индивидуальной лучше обращаться к специалисту, а вот эту информацию использовать во благо себе. И на этом мне хочется завершить словами, что важно из всего этого. Беременность предполагает серьезные изменения в жизни семьи, а не только женщины. Не только женщина ответственна за это состояние. Это семейная ситуация. Это ценный период сам по себе.
беременность длительный период, да, и этот период дан как возможность определенного личностного роста и развития, который женщина может использовать. И рост и развитие каждого члена семьи, в том числе и детей, которые уже есть в семье. У меня все. Спасибо вам большое. Рада была провести